Столица Якутии принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» с 2019 года. В этом году в Якутске приводят в порядок 28 новых и 3 переходящих объекта общей протяженностью порядка 35 километров. Заказчиком данных работ выступает муниципальное казенное учреждение «Главстрой». Подрядчиками являются предприятия из Якутии АО «Рик-Автодор», ООО «Дорстрой», ООО «Сахатрастрой», ДРСУ «Сетте», ООО «Альянс-2005», ЗАО «Дороги Саха» и АО «Якутдорстрой». Это связано с гарантийными работами, которые должны происходить в течение 5 лет. Печальный опыт с предприятием «Дорис» из Чувашии уже дал свои плоды. Окружная администрация города Якутска изыскивает порядка 10 миллионов рублей из бюджета городского округа для гарантийного ремонта дорог, которые ремонтировало это предприятие. Уже идут судебные дела по взысканию этих сумм с компанией «Дорис». Данной ситуацией обеспокоены депутаты Якутской городской думы во главе с председателем Альбертом Семеновым. Прошло выездное совещание по дорогам столицы Якутии. Основная цель объезда – ознакомиться с ситуацией на местах реконструкции дорог. Но это выездные такие комиссии бывают часто в нашей Якутской городской думе, потому что на месте мы изучаем ситуацию, как это проходит работа. Вот на сегодняшний день сами подрядчики говорят, пока проблем нет, все по ходу они исправляются и решается вопрос. В выездном совещании приняли участие депутаты Николай Васильев и Сыргалана Васильева, представители Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры окружной администрации города Якутска и МКУ «Главстрой». Наши коллеги отметили, что необходимо решать, в первую очередь, конечно же, вопросы водоотведения, чтобы вода уходила с дорог, чтобы, по идее, если вот так взять, по большому счету, вода это является самым главным разрушителем дорог. Вот. И при грамотном подходе, при грамотном водоотведении, ведении работы согласно проекта, конечно же, вся вода должна у нас уходить по водоотводным лоткам. Также устанавливаются насосные станции, где это необходимо делать. И, естественно, мы рассчитываем, что в хорошем уходе дороги после капитального ремонта должны прослужить не менее 8 лет. Это, конечно, очень такой обнадеживающий срок для того, чтобы мы не вкладывали через год, через два в те же дороги, которые были отремонтированы уже нынче. Да? Вот, поэтому сейчас у нас стоит задача контролировать ход работ для того, чтобы работы проводились качественно. Выездное совещание городских депутатов состоялось не только для проведения контрольных проверок, а сколько из-за многочисленных обращений горожан по ремонту дорог Якутска. Для безопасности много горожан задают вопросы. Вот я тоже шел сюда, да, там яма ваших никаких ограничительных таких, поставлено ленточки и прочее, там может попасть твой ребенок и прочее. Мы с этим ожесточенно боремся с подрядчиками. Почему не делаете ленточки поставить? Втягиваем ленточки каждый день. А вот тут яма, например, нету ямы. Там яма большая. Разберемся. И еще смотрю, да, постоянно машины ездят. Вот вам не мешает? Почему не закрываете? Нам мешает, мы закрываем, машины убираем. И для пешехода плохо, пыль поднимать, все это самое. Опасность для пешехода, они же пешеходы тоже по этой дороге ходят. Вы знаете, если проехала, если машина проехала под знак, она нарушила закон. Почему ее ГАИ не останавливает, не снимает с нее номер, не забирает у него права? В ходе объезда были проверены работы по ремонту дорог улицы Каландрашвили, осмотрены улицы Билибина на участке от улицы Ильминская до Сергелякского шоссе и улицы Мерзлотной. Эта улица у нас попала под социальную газификацию и переустройство коммуникаций газовых. И УГРС с апреля месяца начали производить работы на участке 1 километр по метру. То есть от улицы Билибина перекрестка по улице Лермонтова у нас протяженность километр 700, у нас километр 700, а газопровод диаметром 500 миллиметров километр 100. Мы только сегодня, грубо говоря, получили результаты по лаборатории. Силами УГРС переделывалась, будем говорить, это дважды переделывалась работа для того, чтобы не давала усадку та часть дорожного основания, по которой нам надо будет укладывать новый асфальт.
Вот. И с сегодняшнего дня мы, в общем-то, и сейчас все силы сюда сегодня уже и начинают выходить. Так, фреза уже работает. Фреза уже начала работать. Сколько человек у вас работает? Ну, здесь 16 человек работает, не считая механизаторов, водителей. Сейчас вот где-то буквально 10-15 дней мы уже все земляные работы здесь завершим. Вы тогда все это изымаете, да? И Да. потом уже... А чем засыпаете? Первый слой гигантский, потом, Речной, да? потом синтетический материал, чтобы основание было устойчивее. И уже там щебенка, заклинка. Речной тут не используете, да? Ручной нет. Только где замена грунта. У нас тут картами есть места, где слабый грунт, и мы их полностью до мерзлоты убираем, и там уже речной песок, потом земский. Но здесь надо хорошо делать, потому что здесь вообще постоянно люди жалуются. Тут пройти даже невозможно. Мы должны везде хорошо сделать. Я говорю, особенно здесь. Вот я здесь вырос, как бы, да, я вот здесь в 4 школе учился, да, потом 20 учился, поэтому как бы это. Ну просто сколько я себя помню, здесь всегда уже были. Допустим, Кондрашвили, оно уже высоко стоит, да? Выше, да, 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 выше, и как бы проблем нету, да, там тот же там, я не знаю, там проспект, там, ну вот эти вот Лермонтова, да, там она, может быть, на озеро уходит, да, а здесь как бы это, ну, душа болит, а вот эта вода, она все съедает, все рушит. У нас, да, и это действительно самая проблема в дорогах, у нас обводнение. Если водоотведения нет, то через год уже все, дороги не будет. Но из-за этого у нас и время занимает, и соответственно отражается на стоимости работы. Да, это вот хорошо, что у нас сейчас национальный проект, который вот действительно можно до вечной мерзлоты все это убрать и, соответственно, ну, нормально по-человечески делать. Потому что здесь сколько не делаете, я вот сколько я тут всегда же везде асфальт был, Чехова тоже асфальт, там и лотки ставили там, то есть все вода поломает, крушит. Тут же еще ситуация какая, много же частного сектора, вот, допустим, дом построили, отсыпались, да, отсыпались, Они и поднялись. вся вода сюда уходит, да. Лотков нету и все это рушится, поэтому здесь, конечно, это очень бывает печально, и поэтому ну, хорошо, что основательно делают. А не так, что приехали там, асфальт положили, а он через год он опять не Таких дорожек тоже у нас потому что такого не было, конечно. Вот эти менее стоящие вот эти объекты, как ремонт, у нас заканчиваются. Сейчас все больше и больше нам необходимо уже капиталить, реконструировать дороги. Капитальный ремонт соответственно, строительства, да, да, это, надо, соответственно, отражается сейчас уже прямо отражается на потребностях следующего года. Мы 34 километра, если смотреть индикатор следующего года, мы сейчас уже с Министерством транспорта, естественно, вместе 34,6, да, ну, 35 почти. уже у нас там потребности превышают уже те выделенные лимиты следующего года, порядка там за 2 миллиардов рублей. Поэтому сейчас и в прошлом году, уже в этом году Министерство транспорта уже настраивало, чтобы город увеличивал свою долю. Депутаты проверили ход капитального ремонта на улицах Маяковского, Ильминская и проспекта Ленина. По вашим расчетам, вот допустим, ну, вот улица Ильминская, она сколько простоит, вот если ее сделать нормально, по-моему, с водоотведением там? То есть, Она у нас по периоду капитального ремонта должна прослужить 10 лет без капитального ремонта. Минимальный срок на капремонт на 8 лет. То есть, да, 8 лет без ремонта можете простоять, да? Да. Ну, Простоять должна. эксплуатация. Смотря как будет эксплуатировать. То есть вовремя должны убирать снег. Это камень тоже будет. Говорил же тогда, что я Сайсарский, да? На моей памяти раз 20 здесь сделали дорогу. Мы тоже знаем. Да. Это И такая постоянно вот она объект. через год, через два ломается из-за того, что вода здесь все Но до этого был всегда ремонт. да. Не было. Поэтому То есть, получается, раньше они основания они делали не так капитально, как сейчас, да? То есть сейчас вот если вы обнаруживаете, да, вы сразу прям меняете все, вот эту глину, вот эту жижу, да, убираете и прям до вечной мерзлоты. сейчас деньги позволяют это делать. Раньше такого не было, просто поверхностный, да? Правильно? Раньше же не было капитального ремонта, да? Нет, здесь я говорю. Мы с ремонтом, с капитальным ремонтом создаем для эксплуатации все больше и больше работы. Поэтому у них тоже, естественно, должна повышаться лимитирование по обеспечению финансов на содержание. Вот сейчас, если вот километр с лишним мы новых лотков уложим, их же надо будет обязательно на следующий год уже эксплуатировать. И так по каждой улице, везде, где элементы добавляются, соответственно, Ну добавляется. да, чтобы лотки не забивались, вот эта вся вода, чтобы не выходила на дорогу, не ломала, ничего не крушила.
Служба эксплуатации городского. СГХ и благоустроено, Да, которые, опять же, ограничены лимитами на обслуживание. Из-за этого потом и создаются, опять же, спорные Льготы, моменты у нас чтобы- гарантийными. Допустим, если улица недолжным образом эксплуатируется, то какие могут быть потом претензии к строителям, которые приходят через год-два, там, сломалось. Но они тоже правы. Они говорят, ну, лоток не чистился, значит, здесь снег не убирался и так далее. И, естественно, они отказываются от этих гарантийных эксплуатаций. Очень много жалоб было по Дорису, что вот они как Но бы у нас это- по Дорису остаются на сегодняшний день неустраненных порядка 98 пунктов из я про это улиц, говорю, которые да. в 2019 году еще сделаны. Что, судиться будет или Мы нет? уже судимся с ними, да. Мы посчитали подали, да? сегодня неустойку, которая у них уже. Мы посчитали стоимость работ, которых необходимо переделать. Хотели, может быть, за счет бюджета городского сами сделать и им предъявить. У нас это порядка 9,8 миллиона рублей получилось. Но у нас пока денег этих тоже нет. Во время выезда на проспекте Ленина депутаты предложили подрядчикам увеличить количество работников для ускорения завершения ремонтных работ. Они отметили, что в их адрес поступают жалобы горожан на отсутствие ограничительных знаков и лент безопасности, особенно перед ямами. Также они озвучили жалобы на большое количество автомобилей, проезжающих по ремонтируемым участкам и поднимающих пыль, которая вызывает неудобства для пешеходов и жителей близлежащих домов. Ну, мы можем с уверенностью сказать, что действительно национальный проект у нас двигается, работы ведутся по графику. Ну, естественно, есть небольшие шероховатости, но я думаю, что в конечном итоге мы к осени по графику получим уже нормальные полноценные дороги, обустроенные. Часть работ где-то перейдет на следующий год. И действительно работа идет по графику, немножко отставания есть, но наши строители, подрядчики говорят, что они улаживаются, и мы, конечно, очень хорошие, качественную дорогу мы получим где-то в сентябре месяце, в конце августа, а потом начнутся в октябре обустройство этих дорог, освещение там, некоторые дорожные знаки и прочее, поэтому октябрь месяц полностью вот объекты будут сданы. Депутаты Якутской городской думы намерены выездные проверки проводить на регулярной основе. Главное не только контролировать ремонт дорог, но и помогать якутским подрядчикам успешно завершить реконструкции дорог в столице Якутии в срок.